Когда мы приглашаем в эту студию очередного гостя, то очень хотим, чтобы человек получил то, зачем сюда пришел, и вернулся домой счастливым. Но, к сожалению, даже мы не всегда знаем, чем закончится та или иная история. Вот сейчас мы снова очень волнуемся. Я прошу спуститься к нам Расула Сулейманова из Махачкалы. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Ну, молодец, что приехал прежде всего. Спасибо. Расскажи, кого ты ищешь? Ищу родителей своей, мать, отца, родственников, да, как бы. Вот. Лет 5 я попал в детский приют, потом после этого детского приюта я попал в Каспийский детский дом, там учился, воспитывался. Когда начал архивы собирать документы, думал, сам найду, так, ну, в Дагестане все-таки. Я в детский дом пошел, мне опекун сказал, после того перевода, как тебя перевели, говорят, 3 года назад, говорит, сюда приходила женщина, искала своего сына, ну, типа меня. А он сказал, если на лицо увидишь, узнаешь. Она сказала, узнаю. Месяца 1,5, говорит, сюда ходила, искала, плакала. В документах написано, да, как бы, мать Патимат. Ну, все-таки что-то уже, кто-то есть, да? Да, а вот Сулейманов Расул Дибирович у меня отчество. Ну, наверное, я не знаю. Одни говорят, это отчество твое, это тоже. Ну, другой заходил в интернет, собирал архивы, мне там сказали, ну, типа, меня на дороге нашли укутанным там туда-сюда. Что же могло произойти, чтобы ребенок маленький оказался на дороге, укутанный, один? Ну, что-то мы имеем, да? Расул – это точное имя твое. Возможно, мама Патимат и, возможно, отец Дибир. Да. Хотелось бы, конечно, маму, вот, все-таки. Хочешь глоток воды? Дружище, ты не нервничай. Держи. Это тебе, если хочешь. Не нервничай. Мы здесь для того, чтобы тебе помочь, и чтобы все было хорошо. Ты молодец, что ты приехал, что решился на это. Ну. Не знаю, если найдется, да, ну, у меня как бы тоже дети есть, своих детей так не оставлю. Знаешь, я тебе обещаю одну вещь. Даже если сразу мы не найдем твоих родителей, то мы будем продолжать искать, мы не остановимся. Вот это я тебе твердо обещаю. Ну, если получится, хорошо, конечно. Хотя бы одного родственника там, я не знаю, узнать все-таки. Я же тоже с воздуха не упал же. Расул, вы знаете, очень мало было данных совсем. У нас были только вот имена родителей и было место. Но откликнулись люди из Махачкалы. Я тоже волнуюсь ужасно, извините, пожалуйста. Главу семейства зовут Дибир, а жену его зовут Патимат. Но она уверена, Патимат уверена, что у нее никогда не было сына. Вот. Муж тоже отрицает. Но, тем не менее, они откликнулись сами. Понимаешь? Да, сомнения там в семье возникли все равно. У Дибира и Патимат есть дочь Эльмира. С ней встретился наш корреспондент. Посмотрим сюжет. Я была бы очень рада, если бы он оказался бы моим братом. 50 на 50, я так думаю. Потому что год, когда он родился, получается же, в этом году женились мои родители.
Я, получается, родилась на 2 года позже. Я могу предполагать, что это окажется моим братом, но я не знаю. И утверждать я не могу. Моя мама не смогла бы отдать в детдом мальчика. Она бы сама воспитала бы. Нас же она воспитала. Папа говорит, что не может такого быть и так далее. Возможно, что мой отец не знал бы этого. Если окажется так, что мой папа знал и скрывал, что у него есть сын, я не буду его ни в чем винить. Я очень обрадуюсь этому и как-то буду общаться, налаживать отношения, которых не было. Может, я узнаю, что такое старший брат. Расул, если окажется, что ты не являешься моим братом, мы с тобой познакомимся, будем общаться, и я буду тебе тоже помогать искать твоих родителей и близких. А если ты окажешься моим братом, я сразу полечу к тебе, мы с тобой познакомимся, будем общаться, будем рядышком, и мы на тебя будем ждать здесь. Расул, вот вы слышали, что это Эльмира, она не знает, брат вы ей или нет, но она переживает за вас. И она приехала сегодня. Она очень хочет с вами познакомиться. Может познакомиться. Эльмира, идите к нам. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Я очень рада этой встрече. Нет, Эльмира, спасибо огромное, что вы приехали. Несмотря на то, что спасибо. вопрос открытый, как говорится, да, мы сами не знаем, чем закончится эта история. Но, Я чуть переживаю знаете, с самого начала, так Да. нервничаю ужасно даже. В общем, мы провели экспертизу ДНК. Я думаю, что хотите ли вы узнать результат, это вопрос неуместный. Вы хотите, конечно, Конечно. да? Ну, естественно. Давайте откроем конверт. Основываясь на генетических данных, комбинированный индекс родства составляет 0,00013. К сожалению. Вы не брат и сестра. Мы не знали результат ДНК до последнего, вот до этой минуты. Жаль. Жаль, что мы не можем тебя ничем порадовать, но я тебе уже пообещал, я обещаю тебе еще раз, что мы не прекратим поиски, что мы будем продолжать искать. И я очень надеюсь, что после этой программы твои родственники могут откликнуться, могут появиться. У нас бывает так очень часто. самое главное, если откликнуться. Когда поиски долго не приводят к положительному результату, многих людей охватывает отчаяние. Ведь это очень больно переживать одну неудачу за другой. Всем сердцем надеяться, а потом горько разочаровываться. Ну что уж там, иногда даже нам не просто смириться с постоянными провалами. Достаточно вспомнить Расула Сулейманова из Махачкалы. Несколько раз мы уже думали, что совсем у цели, но опять терпели неудачу. И начинали поиски с самого начала. И именно поэтому сегодня мы решили еще раз пригласить Расула Сулейманова в нашу студию. Расул, я рад тебя снова видеть. Проходи. Привет, дорогой. Пойдем, ты уже знаешь куда. Привет. Хорошо, спасибо. Расул, ты уже стал нам родным за эти программы. Честно, мы так переживаем за всю твою историю. Да, мне тоже после эфира очень много звонков поступало, фотки отправляли. Ну, к сожалению, не совпадало, но каждый день смотрел эту передачу. Ждал и жду, надеюсь, что найду.
Скажи, а что за люди тебе звонили? Я даже не знаю, они не представлялись. Звонили, звонки были, фото отправляли, эти, те. Одна говорила, я сестра, одна там бабушка туда-сюда. Но, к сожалению, не родные, да, оказались. А им казалось, что история похожа, да, Да. на твою, Да. которую вот мы рассказывали? Ну вот второй эфир смотрел как раз. Меня-то не было, вот, не совпало ничего. Да. Слушай, ну мы сами очень расстраиваемся, когда оказываются отклики ложными. Ну, наверное, тебе было не просто решиться еще раз сюда приехать, да? Конечно, это поступок, это, ну... Ну, не знаю, жду, найдутся, наверное. Хочу все-таки увидеть, кто бы ни был. Скажи, а не возникало желание оставить поиски? Нет. Нет? Молодец, что не сдаешься. Молодец. Расул, ну ты понимаешь, что мы тебя вновь пригласили не просто так. Мы хотим рассказать тебе одну историю, которая началась еще в середине 90-х и непосредственным образом связана с нашей программой. Давайте посмотрим. Это город Киселевск Кемеровской области. Отсюда, из этой сибирской глубинки, в 2004 году нам в редакцию написали сотрудники школы-интерната номер 12. Они просили найти родных 15-летней девочки Алины Сулеймановой. Итак, Сулейманова Алина Магомедовна, 25 августа 1989 года рождения. Запись о зачислении в наше учреждение от 5 сентября 1996 года. Она к нам поступила в лагерь и очень мало разговаривала. Она больше говорила о маме, о папе вообще никак. А что мама погибла под танком? Она об этом как-то говорила, но мы не придавали этому значения, потому что как-то думаю, ну как ребенок из Чечни один мог попасть в Чечню, чтобы маму танк раздавил. Как-то мы на это не обратили внимания. А потом она об этом и не вспоминала. Она буквально раз об этом сказала, а потом только сказала, что мама умерла в Подмосковье. После трагедии, которая случилась с мамой, Алину подобрала некая женщина Лариса Хасбулатова. Она привезла девочку в Киселевск и бросила. Вот на этой улице, в этом доме, жила проводница железной дороги Валентина Козлова, у которой Лариса оставила Алину. К сожалению, Валентина Козлова умерла несколько месяцев назад, поэтому никакой информации мы получить не смогли. Вы видите эфир программы «Жди меня» 2004 года. Алина и социальный педагог Киселевского интерната приехали в студию, чтобы объявить поиск родных Алины. Я бы очень хотела найти своих родителей. Я не знаю, как их зовут, сколько им было лет, когда я потерялась. Меня увезла Хасбулатова тетя Лариса, которая представлялась родственницей моих родителей. И мы приехали в Киселевск. Через 2 недели примерно меня Хасбулатова тетя Лариса бросила, забрала мои документы и уехала. И с тех пор я учусь в интернате. Ты только не сказал важную вещь, что все это происходило во время войны в Чечне. Да. Мы нашли твою бабушку и твоего дядю. Родные рассказали, что маму Алины звали Разият Сулейманова. Вот она на фотографии. В 1995 году Разият вместе с дочерью и сыном Расулом приехала в Чечню повидать родных. Но когда там начались боевые действия, в спешке забрала детей и уехала. Больше их никто не видел. Вот на фотографии маленькая Алина, а вот ее брат Расул. То, что спустя 9 лет Алина нашлась, стало для ее родных настоящим чудом. А вот о судьбе Расула им до сих пор ничего не известно. Расул, как ты думаешь, почему мы показали тебе этот сюжет? Нашли, значит, думаю. Мы не можем утверждать, как говорится, на 100%, но у Алины был брат по имени Расул. И пропал он примерно в то же время, когда случилась история с тобой. Вот то, что ты сейчас видел,
Может, что-то ты вспоминаешь, может быть, какие-то в голове картинки возникают. Я помню, когда стеклянные бутылки, толстое горлышко молоко было. Пустые бутылки сдавали, полные брали. И знаю, что у моего отца было 2 КАМАЗа, 1 автобус. Вот. Больше ничего даже фото не видел мамина. Там. Тебе было мало лет совсем, 3-4 года тебе было. Ты, конечно, ты можешь и не помнить таких подробностей. Но знаешь, вот Алина, которая была у нас на программе, она позвонила на горячую линию «Жди меня». Ей кажется, что ты можешь быть ее братом. Она очень переживает. Посмотрим. Сейчас все увидишь сам. В очередной раз я приехала погостить домой, и зашел разговор. Сноха вот как-то говорит мне: недавно показывали по телевизору мальчика Сулейманов Расул звать, что вот он ищет своих родственников. Я такая сразу: как Сулейманов Расул? Моего брата тоже звать Сулейманов Расул. Заходим в интернет, сразу ищем этот отрывок передачи и смотрим. Конечно, вот какой-то, я не знаю, дрожь, волнение, что-то вот такое, что это, да, возможно, это мой брат. Чуть-чуть шок, можно сказать. Спустя столько лет, это уже 20, сколько сейчас, 26 лет назад потерялся. Ну, я, если честно сказать, так смутно помню это все. Мы приехали с мамой и с братиком в гости к бабушке, к маминой маме. Это был 95-й год, и начались первые военные действия, и мама решила как бы уехать с нами. И вот в тот момент, вот как-то, я не знаю, судьба просто раскидала нас. От мамы вообще никаких слухов нету. Ее признали умершей. А папа умер на родине, да, вот тоже во время военных действий. Брата я помнила с детства, но он был такой шустренький, такой очень миленький, беленький, черные волосы, вот что я помню. Для сестры брат это вообще что-то очень такое... Расул, вот там была фотография маленького мальчика. Как ты думаешь, это ты? Мне в детском доме говорили, когда воспитывался, шустрый такой, ну, чего хочешь, добивайся, что захочешь, сразу делаешь. Вот это, ну, по их словам, и сейчас тоже вот говорят мне, где бы я ни работал, говорят. Вот. Думаю, да, что но у меня с детства фото не остались, конечно. Нет фотографий совсем, да, где ты маленький? Может, было, но я не спрашивал насчет фоток в детских домах, когда архивы собирал. Как думаешь, Алина может быть твоей сестрой? Если второй раз вызвали, значит, суждено было, наверное. Есть, наверное, что-то. Понимаешь, есть один нюанс. У вас не совпадают отчества. Она Алина Магомедовна, а ты Расул Гидерович. Я когда собирал архив, мне говорили, у тебя фамилия, имя свое, а отчество дали сами. Вот как? Вот. Дибирович дали отчество. Чтобы получить однозначный ответ, является ли Алина твоей сестрой, мы можем только открыть конверт с результатами экспертизы ДНК. Ты готов? Давай. Очень много, руки трясутся. Результаты данного анализа свидетельствуют о том, что и Сулейманов Расул, и Сулейманова Алина Магомедовна могут являться вероятность полусемейства. Твоя сестра. 99,9.
Расул, мы обещали, что сделаем все возможное. Мы старались, мы сдержали слово. Да. Так что поздравляем от души. У меня мурашки просто... Расул, я хочу тебе про Алину рассказать немножко подробнее. Она живет в Грозном, в столице Чеченской Республики. У нее 2 сыновей. Ислам, Исаак. То есть у тебя Так еще и что у 2 тебя есть племянника. 2 племянника. Поедешь в Грозный? Поеду. Или сестру в гости пригласишь? Приглашу и поеду даже. А почему ты не спросишь? Может, она здесь? Пусть зайдет. Она здесь. Алина, иди ты к нам. Пойдем. Добро пожаловать. Спасибо вам огромное. Спасибо Просто слов большое. нету. Тебе, Расул, спасибо за настойчивость. Не поверите, вот ждал, вот ехал, когда даже сегодня и вчера у жены спрашивал, как думаешь? Наверное, просто так тоже не вызвали, значит, есть, наверное. И вот помог Всевышний. Ждал и дождался. Нашел. Спасибо вам большое, очень. Теперь буду общаться, связи поддерживать. Вы знаете, я честно, когда вот посмотрела сюжет, я сразу же увидела, как вы похожи. Когда Алина была еще маленькая. Вот 2004 год, мне показалось, что она очень похожа на вас. И сейчас я вижу, что вы очень Вода, похожи. наверное, нету, голова что-то запрыжила. Да, Саша. Есть, конечно, Да. стоит. Иди, присядь, дорогой. Да, можно присесть. Держи. Все, мы не будем вас мучить, больше Да. отпускаем. Тебе помочь? Проводить тебя? Там знаете, да? Спасибо. Вот что это, очень Большое спасибо. Мы все же как одна семья. Ты одна приехала, да, Лина? Нет, с тетей. Вот жена моя, Малика. Здравствуйте. Очень рада, что вы нашлись. Все, успокойтесь. Все будет хорошо сейчас. Столько ждал, искал, вот, и нашел. Спасибо, сейчас ваша мать. Все будет хорошо теперь. Не поверите, Алина, куда только не обращался, где только не был, куда только не писал. Первый раз тоже приехал, разгорячился, без настроения уехал. Сейчас самое главное, нашел всех своих. Сейчас, надеюсь, ничего будет все хорошо. По приглашению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, на торжественный концерт по случаю 200-летия Грозного приехала семья Сулеймановых. Брат с сестрой Алиной искали друг друга на протяжении 24 лет. В 5 лет, в разгар военной кампании на территории Чечни, Расула Сулейманова нашли одного на дороге в Дагестане, и с тех пор он рос, не ведая ничего о своих близких и родных. Как оказалось, сестра Расула, Алина, 1989 года рождения, после трагедии, которая случилась с мамой, также оказалась в Киселевском интернате. В 2004 году Алина через передачу «Жди меня» пыталась найти мать и брата. Алина тогда нашла своих бабушку и дядю.
Родные рассказали, что маму Алины звали Разият Сулейманова. В 1995 году Разият с дочерью и сыном Расулом приехала в Чечню повидать родных, но когда начались боевые действия, в спешке забрала детей и уехала. Больше их никто не видел. То, что спустя 9 лет Алина нашлась, стало для ее родных настоящим чудом. А вот о судьбе Расула ничего не было известно. 24 года потребовалось Расулу, чтобы найти свою семью. Рамзан Кадыров вспомнил эпизод из прошлого, когда первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров услышал историю Алины. «Я помню, еще в 2003 году Ахмад Хаджи Кадыров отправил к ней человека и сказал: если ты не найдешь свою семью, я тебя удочерю». После этого Рамзан Кадыров вручил семье ключи от квартиры в Грозном.